Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 27 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Достанем также карты на отношения, на работу, на финансы. Так, на финансы и на результат дня. Итак, туз чаш у нас выпадает как карта дня, а это значит, что день будет нам обещать счастье, самореализацию, исполнение наших желаний. Нам будет очень приятно и комфортно, и для этого будут созданы все условия. Туз чаш у нас больше связан с нашим настроением, с ощущением того, что у нас все в порядке, все идет своим чередом, все наши желания сбываются, те, кто с нами рядом, нас любят, да, то есть вот такое будет внутреннее состояние или ожидание счастья. Причем очень часто по этой карте происходят встречи с теми людьми, которые нам действительно подходят, с которыми мы потом можем развивать отношения. Это карта будущего счастья. И это действительно как дар судьбы. Такая, может быть, сила чувств нам дана, сила интуиции, когда мы можем безошибочно определить, наш человек, не наш. То же самое может быть и с нашим делом, да, с нашим творчеством, потому что это не только отношений касается, но и нашей самореализации карта. Вот туз чаш у нас символизирует такое, знаете, полноту жизни, когда вот чего нам не хватает, то и приходит к нам. Не хватает денег, придут деньги, не хватает любви, придет любовь, не хватает самореализации, как-то вот ощущение того, что мы заняты не тем делом, придет как бы идея новая, да, или придет понимание, что мы можем сделать. Очень хороший день, когда у нас полнота чувств и полнота возможностей. Что будет помогать? Будет помогать, чтобы мы сразу реализовали то, что в нашу жизнь приходит. Если, допустим, видим человека, который нам нравится, сразу знакомимся, видим, допустим, идея какая-то новая пришла, сразу первый шаг сделали, да, для того, чтобы начать это реализовывать. Захотели чему-то научиться, сразу же там подали заявку, допустим. В общем, сразу же нужно делать первый шаг. И также вот эта карта, она связана еще и с доверием к жизни, доверием к Вселенной и доверием к себе самому, к своим способностям, возможностям. То есть тут не должно быть никакого стеснения, никакого сомнения в себе. Вот что, кстати, вот двойка мечей говорит о том, что все-таки оно будет, то есть придется это преодолевать. Будут какие-то страхи, нерешительность, но если вы не будете на это обращать внимание, а возьмете ситуацию в свои руки, вы сможете воспользоваться тем, что дает день. Теперь что будет мешать? Будет мешать девятка мечей. Будут мешать различного рода мысли, страхи, прошлый опыт. В общем, все то, что нас уводит от того, чтобы мы воспользовались этим шансом. Может быть, был какой-то уже у нас неприятный опыт, да, от каких-то людей, от каких-то ситуаций. Может быть, мы просто боимся не понравиться, боимся, что у нас не получится. Вот карта говорит о том, что вообще это нам не нужно. Посмотрите, все мечи смотрят в сторону, то есть это нас не касается, это нам никак не поможет, а энергия-то уходит. Вот, и поэтому как бы здесь на карте изображен человек, который на постели сидит, руками закрыл лицо, да, и переживает. То есть, что он переживает? Он же ничего этим не решает. Для того, чтобы что-то решать, нужно действовать по магу. А если мы просто думаем и просто как бы мысленно к чему-то готовимся, перевариваем что-то в голове, это никак ситуацию не решает. Поэтому, если хотим счастья, если хотим, чтобы этот день действительно нам принес вот то обещанное, то, что нам не хватает, мы можем просто действовать. То есть не нужно даже думать, умеем мы это или не умеем. Да? Мы по пути можем научиться, по пути мы можем как-то решать все вот эти наши вопросы.
тем более у мага всегда есть все возможности. То есть нам стоит только начать действовать, и все нужное к нам придет. В общем, не думать, а действовать. Вот это наш девиз на сегодняшний день. Отношения двойка мечей – это сомнение, это разногласие, это непонимание. В общем, здесь постоянно переходит настроение то в одну сторону, то в другую. То хорошо, то плохо, то прав, то не прав, то понимаю, то не понимаю, то решил одно, то решил другое. И вот постоянная такая неустойчивая ситуация. То договорился с собой, то опять сомневаюсь, то не боюсь, то боюсь, то опираюсь на себя, то нет. Вот все время вот так. Для тех, кто в поиске партнера, вот смотрите, для вас действительно ситуация может быть очень-очень даже положительной. То есть вы наконец-то можете встретить того человека долгожданного, которого вообще все время искали. То есть это вообще идеальный день для того, чтобы вот начать отношения. Но посмотрите, здесь мечи, а это значит звонки, переписка, это могут быть поездки, это может быть обучение, да, это вот те места, где вы можете познакомиться с этим человеком. Плюс, смотрите, карта говорит о том, что особенно для тех, у кого давно нет отношений, это просто стало проблемой, вот есть возможность вопрос решить. Но, опять же, не забывайте, что без ваших действий одни мысли тут не помогут, без ваших действий тут ничего не решится. Для тех, у кого уже есть пара, будут вопросы неискренности, будут вопросы вставать недостатка заботы и внимания от партнера, да, из-за этого могут быть какие-то ссоры, непонимания. Но опять же, смотрите, карта у нас какая? Туз чаш. Мы можем все решить, если будем действовать, да, то есть если нам не хватает внимания от партнера, нужно самому начать давать это внимание. Если партнер с нами не искренен, нам нужно самим начать себя вести искренне с ним, да, и тогда у нас все налаживается. То есть берем ответственность на себя. Не думаем о том, как бы партнер мог поступить, не думаем о том, в чем у нас непонимание и почему мы ссоримся, а просто начинаем действовать так, как нам бы хотелось, чтобы вот наш партнер в отношении нас действовал. И тогда все решается. Может быть, благодаря вот такому поведению вы вообще достигнете счастья. Если у кого есть дети, да, то могут решаться спорные вопросы с детьми, допустим, куда их отправить на лето или вот в какую школу. В общем, какие-то очень такие вот важные вопросы с детьми, которые у вас вызывают разногласия между партнерами, да. Вы можете их решить к обоюдному согласию. Работа. Выпадает карта Солнца, самая замечательная карта для работы. Здесь мы и с удовольствием свое дело делаем, мы и как профессионал себя проявляем, и как-то творчески вкладываемся, и деньги нам эта работа приносит, и уважение. В общем, замечательная карта для работы. Для тех, кто в поиске работы, может быть вот такая работа, о которой я сейчас говорю, прямо на дому, либо рядом с домом. Или это может быть даже свое дело, потому что по Солнцу очень часто и свое дело, а король червовый говорит о том, что вы можете это делать либо с близкими людьми, как семейный бизнес, либо сами, но дома, да, то есть у вас вполне может быть здесь такой успех. Для тех, у кого уже есть работа, Валет Бубновый говорит о том, что вы закончите либо какой-то важный проект, либо вернетесь с какой-то поездки, либо вам предложат какую-то должность. То есть, знаете, вот то, к чему вы давно стремились, наконец реализуется. Причем это, возможно, даже вас удивит как-то. Даже если вы это ждали, все равно для вас вот какой-то шок такой будет. Также карта говорит о том, что в вашу деятельность может вмешиваться начальство, руководство. И, может быть, для вас это сначала будет неприятно, да. Ну-ка, давайте я еще карту достану. Нет, все-таки это к лучшему, да, может быть, вот вас заметят, наконец, вы много вкладывались в свою профессию, у вас вот, наконец-то, начинается такой период благополучия, удачи. А теперь посмотрим для тех, у кого свое дело. Карта говорит о том, что либо вы сегодня отдыхаете вообще, да, то есть отпуск у вас вместе с семьей, с близкими людьми, либо вы работаете очень комфортно и вот достигаете всех поставленных целей. Может быть, у вас какой-то инвестиционный проект очень важный, вы можете как-то улучшить здесь свои позиции. Но смотрите, нужно все учесть, потому что если, допустим, не просчитать, то можно в мелочах тут потерять. Либо наоборот пропустить важную какую-то
важное дело какое-то из-за того, что, ну, как бы погрязнуть в мелочах, да, в каждодневных каких-то делах и процессах. То есть нужно как-то, может быть, отойти от деятельности, даже если у вас налаженный процесс, пусть все работает, а вам нужно как-то отойти в сторону и посмотреть на свою деятельность со стороны, для того, чтобы понять, как вам лучше развиваться, куда лучше вкладывать, как делать так, чтобы вам деятельность приносила удовлетворение, с кем работать, с кем не работать и так далее. Денежки. Выпадает у нас 4 мечей. Карта говорит о том, что с деньгами не все в порядке, потому что то, как вы привыкли зарабатывать, возможно, уже не приносит вам такого удовлетворения, дохода, да, возможно, нужно менять что-то, может быть, добавочное обучение. В общем, нужно проанализировать ситуацию, что именно вам нужно поменять для того, чтобы ваши финансы стали достаточными, да, или вышли на новый уровень. А может быть, просто вам нужен отдых, может быть, вам не хватает энергии. Все знают, что у нас финансы и энергия наша личная, они связаны между собой. Если не хватает энергии, если вы не отдыхаете, слишком уж перерабатываете, то тогда и деньги могут не приходить, могут задерживаться, блокироваться, не выполняться какие-то условия, какие-то счета, может быть, не оплачиваются и так далее. То есть, смотрите, вот все зависит от вашей энергии. Поработали, отдохнули, может быть, вам нужен именно отдых и отпуск. И переоценка, конечно, перепланировать что-то нужно в своих финансах. Для тех, у кого зарплата, у вас будет рост и улучшение обязательно с этого дня начиная, но опять же здесь переключиться нужно, да. И у тех, кто зарабатывает своим делом, здесь либо какая-то крупная сделка, после которой будет перерыв, либо у вас подготовка какая-то к какой-то большой важной сделке, либо как-то по-новому вы перестраиваете бизнес, это даст вам возможность зарабатывать больше, но другими способами какими-то, да, видимо, те способы, которые были раньше, они уже не такие эффективные, недостаточно эффективные для того, чтобы вот вы зарабатывали столько, сколько хотите. По итогу дня у нас выпадает 6 пентаклей. Карта говорит о том, что вы, в принципе, будете очень так приятно и гармонично себя чувствовать. Вы получите столько, сколько хотели, вот, ну, тех благ, на которые вы рассчитывали. Вам, может быть, тоже придет помощь необходимая, какая нужна. Вот мы уже говорили по тузу чаш, да, что необходимо нам, то и приходит, то и материализуется, да, вот что нам именно для счастья не хватает. Но не забываем про активное действие, про то, что от нас зависит, получим мы это или нет. Но вот если мы все сделаем как надо, как карта рекомендует, мы будем очень довольны в конце дня. 6 пентаклей у нас астрологически связан с Луной в Деве. Дева – это долг, да, мы выполнили свой долг, а Луна – это такое внутреннее ощущение комфорта. То есть вот именно у нас будет такое ощущение, что мы сделали все, что могли, и будем очень довольны собой. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.